Сегодняшняя тема посвящена зооморфному коду, и в данном случае мы сегодня разберем образ Ош, бык, да? Реконструкция образа Ош в удмуртской лингвокультуре. Здесь, конечно же, стоит упомянуть о том, что образ быка очень древний, да, и известен многим мифологическим традициям. И, как правило, бык изображал природное изобилие. Как правило, он был связан и с землей, да, с мощью. И где-то вот тут же, посмотрите, это изображение быка, бога Луны. Вот о Луне мы на прошлом занятии с вами, на прошлой лекции с вами говорили. Там тоже очень интересные вещи мы с вами обнаружили. С ними были знакомы и египтяне, и греки, и шумеры, и ассирийцы. Вот крылатый бык, да, бог Луны Син, синебородый. И причем у них же есть, у шумер, еще и бог Солнца в виде быка. В Вавилоне главный бог Мардук, крылатый бык. Его еще называют теленком Уту, богом Солнца. Вот посмотрите. То есть это настолько распространено. В Малой Азии, у славян с богом грозы ассоциировался бык. Традиция встречается у многих индоевропейских народов. Дальше. Ну вот самый известный, да, миф о Геракле, критском быке. Вот, пожалуйста, да, это укрощение быка, это значит укрощение сил природы, а принесение быка в жертву богам означало дарение самого ценного и имело своей целью получение еще большего изобилия. И это животное связывалось, как правило, с мужским началом, хотя были и такие, когда вот, ну, корова, да, когда женским началом, а также опорой земли. Вот это тоже обратите внимание. У некоторых славянских, тюркских, финно-угорских народов существовали представления о том, что земля держится на быке или на быках. Это мы дальше еще уточним. Так, ну вот, посмотрите. Почитание быка возникло в глубокой древности, да, Апис, бог плодородия, один из самых, наверное, первых, которых мы с вами по школьной программе узнаем, да? Весной его выпускали на поля, и считалось, что его ритуальный бег приносит плодородие полям. Дальше. В античные времена богу подземного мира Плутона обычно приносили в жертву черного быка, а белого посвящали Зевсу. Ну вот посмотрите, а чем мы отличаемся, да? Удмурты тоже приносили жертву быков. Вот мы ничем не отличаемся. Вот настолько все одинаково, настолько все похоже, да? В Риме белые быки возили колесницы полководца и так далее. Ну вот посмотрите, даже в христианской традиции бык служил эмблемой нескольких святых. Святого Луки и святой Феклы. Феклу я не нашла с изображением быка, поэтому вот представляю вам Луку. Но у нас даже на Иверской церкви, она вся такая из мозаики, и как раз перед входом есть икона, изображающая святого Луку, но там не крылатый бык. Вот можете просто посмотреть ради любопытства. Но вот если еще сказать, что, да, евангелисты на иконах изображаются тоже с разными животными. Например, Марк с львом, Иоанн с орлом, ну а Матфей с ангелом. Ну, по-моему, у Матфея самое длинное Евангелие, самое большое. Так, ну вот и как мы можем пройти мимо золотого тельца? Или его называют еще тельцом Араона. Ну вот когда Моисей был на горе Синай и получал откровение на скрижалях, да, заповеди, то народ стал роптать, и тогда Ааron придумал золотого быка, тельца, и они стали ему поклоняться, потому что, ну вот такая вот психология человека, что мы не можем не поклоняться чему-то, нам обязательно нужно что-то, чтобы нас, ну как бы вот поддерживало, да, ну вот так мы устроены. Дальше. Ну вот еще один персонаж, который всем известен, это Минотавр, персонаж древнегреческой мифологии, монстр с человеческим телом, бычьей головой. Кстати, оказывается, он тоже был у многих народов. Сын Пасифаи, супруги критского царя и быка, жил в Кносском лабиринте. Ну и даже Таврида, одно из нас,
Минотавр, вот я из чего исходила, да, вот этот вот корень, и Таврида, одно из названий древних Крыма, да, то есть земля тавров. Считалось, что у них был очень мощный культ быка. Ну, а как правило, народу называли так по наименованию главного бога, да, кому они поклонялись. Ну вот еще посмотрите, хотела охватить всю географию. Ну вот, пожалуйста, индийский бык, ну вот, оторвали почему-то, сломали рога, да, символ вечного ожидания, потому что в индийской культуре ожидание рассматривается как величайший добродетель. И там тоже были существа, монстры с головой быка и с туловищем человека. Но со временем образ быка изменился и стал олицетворяться с громовым божеством. Считалось, что дикие туры во множестве, обитавшие в лесах Северной Европы, но которые были в средние века истреблены охотой, да, принадлежат богу грома и молнии и небесному божеству славянскому Перуну. А Афанасьев грозовые тучи сравнивает тоже с дерущимися быками, а в удмуртских загадках, обратите внимание, лыз ушпиос, синие жеребцы. Рыбаков богу громоверцу Перуну в жертву приносили быка. Вот. При христианстве его заменил образ Ильи Пророка. Дальше. Образ быка сохранил свое значение и после принятия христианства. Так, например, на русском севере Сибири, а также у балканских народов практиковалось совместное поедание мяса быка жителями всех деревень. То же самое и у нас, да? Было такое, могло быть пережитками древних жертвоприношений и культовых пиров. Известен обряд турицы у белорусов, а потом, когда вот дальше ниже, мы с вами увидим. Ну, так, а я здесь не написала, но у удмуртов есть тоже ошорак. Там, ну вот я просто сейчас не буду путать, да, слова, но там дальше, чуть ниже, вы увидите. Обряд турицы у белорусов, культ быка, буй-тура, яр-тура был культом ярой жизненной силы. Эпитет ярый, обратите внимание, относится к солнцу. Да, ярое солнце. Проводились игры в быка с 25 по 6 января. Это период святок, период после зимнего солнцестояния. А парень, наряженный быком, бодал девушек. Девки поднимали крик, а потом убивали символически этого быка. Да? Те же самые игры у удмуртов. Понимаете? В дни туриц... А можно отдать еще в тушке жит? В дни туриц русали 6 января надевали подвески ожерелья с головой быка, а юноши во время решения на святки и масленицу у западных славян на Троицу надевали маски быка тура. Настолько вот все. Вот, ну, и вот, пожалуйста, портмашкон у удмуртов, да, имеет схожие образы. Сижил портмашкон или пукрот портмашкон. Обязательно имел эротические образы в песнях, жесты и поведение направлены на продуцирующую магию, а обязательно там тоже наряжались. Вожжо святочный портмашкон. Здесь уже тотемно-промысловые маски и чучела, в которых тоже есть изображение быка. Ну, оно более такое, как бы... Уже мы как бы не понимаем, что, но перевернутые шубы, какие-то вот маски на голову, да, завершение весенне-полевых работ. Вот специально, посмотри, ошвещан, ошорок, ошпищион, вот, пожалуйста. И свадьба всегда сопровождалась режением и с такими непристойными эротическими вот жестами, моментами, да. То есть то же самое, что и турицы у славян. В северных районах Пермской губернии, вот тоже ученые говорят, да, что у русского населения, расположенного близ города Чердыни, которое в большинстве своем было потомками пермян, у которых был культ, кстати, медведя и медвежий праздник, да, до начала 20 века существовал праздник быкобой. Я хочу сказать, что вот этот вот медвежий культ, он перешел в бычий культ. Но вот бычий культ, он сам по себе как бы не сформировался до конца, просто он был заменен вот быкобоем, да, на котором совершалось ритуальное поедание быка или теленка, и с приношением в церковь ног и голов.
Подобное архаичное замещение диких животных на быка во время праздников в северно-русских областях отмечает и академик Рыбаков. Ну и при раскопках, конечно, в культурных слоях находят фигурки, которые изображают быков, причем даже с настоящими бычьими рогами. Ну вот, переходя уже совсем к удмуртскому материалу, давайте посмотрим. Вот существуют пословицы и поговорки, где есть бык, да? Ошли кашкыныке куцкис сильвандузы. Ошна погращур висказ зырен шуккитке. Тулкать ваминес мурте ошлик шиса шониртос. Чибинь пичикена оше щие. Эну шашка ошли колос. Ну вот посмотрите, ошлеш виразы учаны. Не ош быш, не бака дыш. Ош вле зук, поты и так далее. Следующее. Посмотрите, какие сравнения. Узатем ош, то есть затравленный, растравленный бык в мазовом человеке, да. Интересно, вот посмотрите, сравните, вот где удмуртская культура и где алтайская, но там тоже очень похоже. В нос быка кулаком не тычь, негодный бык сам грязь на свою голову забрасывает, сила без ума сама себе вредит. И вот посмотрите, ошкадюжаны, то есть вот эта вот сила, мощь, да, опять же идет сравнение с образом быка. Упрямство, ошкадьваменес, щудем ош, то есть откормленный бык, то есть здоровый и крупный. Загадки. А вот посмотрите, очень интересно, загадки – это очень древние такие тексты, в которых вот как раз можно и рассмотреть мифологические образы. Если там мы как бы сравнивали все с зоологическим животным, да, с представлением зоологического мира, здесь вот посмотрите. Во-первых, с быком сравнивается лед на реке или реку под льдом. Куэз золтемын оше зулеб. Улеб ош куэн золтемын. Куэз золтемын вирыз ветле. Огес кошке куэз золтишк сакле. И что удивительно, это уже, видимо, один из самых поздних образов, да, церковный колокол. Его тоже сравнивали с быком. Из гурежилын ошпи бусе, писпуилын ошпи баксе, пу вылаз ош черекья. Это загадки. А теперь посмотрите. В фольклоре еще образ бычка и телочки достаточно устоявшийся. Оша меса. Бычок или телка. Ош наместно туган йос, бык и телка полюбовники. А в песне «Поезжан» поется о 6-годовалом бычке. Так иносказательно говорят об бочонке спиртного напитка с 6-летней выдержкой. Ну, а если об этом не знать, то текст читается просто, да, элементарно. Вот мы читаем «Лыктышком кудое вождеен, вайкуатяресе может дещет вирзе под тышком кудое». То есть это как бы мы пришли, чтобы совершить жертвоприношение. Ну, опять же, совместные трапезы, поедание мяса бычка. Но 6-летний бычок, на мой взгляд, это уже не бычок, а уже бык. Да? Вот тоже вот. И поэтому вот такие вот интересные образы вот встречаются. Дальше. Так, нет, подождите-ка, почему у меня? Ага. В песне поминального обряда говорится о жертвоприношении бычка. Но вот тут уже нет никаких сравнений. Кучо шаклеш юрзепудзе айкай гажаса шотишком тиледлы айкай гажаса шотишком гажаса баште клем пудоме судалтыте айкай. Вот. То есть бык в мифологию удмуртов. Вот самое интересное сейчас начинается. Вот посмотрите, на территории проживания удмуртов, вот когда я для себя сделала такое открытие, это было для меня, потому что не слагались пазлы, понимаете? Они не складывались, эти пазлы. Мы сейчас посмотрели и загадки, да, и пословицы, поговорки, и какие-то фольклорные тексты, еще песни. И вы видите, что там бык очень-очень разный. И не получается какая-то вот одна картина, одного образа не получается. Что-то было тут не так. И я поняла, что на нашей территории образ быка, он вобрал в себя несколько традиций, нескольких животных. Посмотрите, это и бык, и мамонт, и медведь, и единорог.
Древние традиции слились воедино. Это северная, южная и восточная. Ну, давайте попытаюсь вам это доказать. Начнем с северной традиции коми-ош. Медведь – самый могучий опасный зверь лесотаежной зоны, да, имеет сходство с человеком, и охотники считали его хозяином леса. У коми считался сыном верховного божества Йена, у обских угров – сын Торума. У коми-пермяков зафиксирован вариант космогонического мифа, в котором Ош, медведь, является создателем земного рельефа, то есть так как он расцарапал землю когтями. Но я тоже сомневаюсь, именно тот ли образ, сейчас разберемся. Другой культурный персонаж коми традиции – это Кудым-Ош, буквально медведь с устья реки Ку. Это волх, по одной традиции, по одной версии, волх-оборотень, герой коми-пермякских преданий, вождь старейшина сильного рода, Пам, культур-трегер. У коми фантастический культ колдунов. И вот вся мифология коми, да, вот там, ну, где-то 20, может, даже больше персонажей, каждый колдун назван по имени. И всего 2-3 женских персонажа. Вот представляете? Вот это был настолько сильный культ, что вот этих героев запоминали по именам. И это все написано, все оставлено, зафиксировано. А в русских былинах разве не были волхвы, богатыри с чудесными способностями? Это был вещи Олег, Вольга, Святославич. И, как правило, это северная традиция. Я обращаю внимание на северной традиции, потому что вы должны уловить, что вполне возможно, это пошло и от коми, понимаете? Потому что это территория финно-угорских народов, ассимилировавшихся, понимаете? И эти образы, они потом кочуют и уже потом в славянскую культуру. Так, ну вот несколько версий фольклорных. Он, Кудым-Ош, был сильный, как медведь, поэтому Ош, да? Походил на медведя. Его мать Певщин, одноглазая женщина, могучая и обладающая колдовскими способностями, родила сына в результате сожительства с медведем. Очень распространенный образ. Вот позапрошлом году был лингвистический конгресс, и полностью посвященный медведю, образу медведя. И вот у нас была такая огромная география от Испании до Дальнего Востока. И у всех народов схожие образы. Медведь и вот эти вот сюжеты вот этих сказок везде одинаковые, вот абсолютно. Известно, значит, в наиболее распространенной версии он сын вождя, был жрецом, памом и обладал колдовскими способностями оборачиваться в медведя. Известный сюжет у всех народов, хозяин леса. В нем прослеживаются черты славянского Велеса. Женщина рожает от него ребенка, сына, который имеет необыкновенную богатырскую силу, ум, способности к перевоплощению. И такие сказки известны у многих народов. Ну, давайте даже вот русский. Иван, медвежье ушко, Иван, вдовий сын и так далее. Но вот здесь очень крамольные вещи буду говорить, но это моя гипотеза. Посмотрите, здесь представлены картины, значит, изображение. Это Сергий Радонежский, Нестерова, да, вот, уже взрослый, а это Серафим Саровский. Возможно, с принятием христианства, а коми приняли христианство достаточно рано, образ трансформировался, и народ не мог просто забыть этих волхвов, да, но завуалировал их в образе святых. Вот эти зооморфные образы, они дают вам очень большую подсказку. Это вот ну, не просто так, понимаете? На иконах святого Сергия Радонежского, Подмосковье, это территория финно-угорских народов бывших, да? Серафима Саровского, Нижегородская область, опять же, кто там живет? Мордва, да? Святые изображаются с медведем, а Георгий Победоносец со змеем. А посмотрите, как интересно, Георгий, это же гео, греческое, помните? Земля. И змей, хтоническое животное, которое под землей и под землей, ползает по земле и под землей, да, хтоническое животное.
Оба святых – отшельники, они жили уединенно. Народная память не могла отказаться от образа Кудымоша, ну, допустим, да, это гипотеза, былинных волхвов, и они стали святыми. Оба святых появились на землях бывших финно-угорских племен, которые ассимилировались с пришлыми племенами. Медведь, мировоззрение человека Древней Руси, даже после христианизации служил своеобразным маркером, указывающим на просветленного человека. Так, по данным профессора Пыжикова, в народной среде почитался святым лишь тот, кто вышел из лесу с медведем. Вот как эти святые, да. Но есть еще один святой, это Кирилл Белозерский. Я не нашла просто изображение его с медведем. Надо читать «Жития». Там, скорее всего, есть. Скоморохи, которые ходили с медведем, да, это уже равноценно тому, что можно было считать исходящим между мирами, такого подвластно только ведающему человеку, волхву и мудрецу. Вот почему на скоморохов было очень сильное гонение, их просто истребляли, так скажем, истребляли даже гуси, на которых они играли, да, когда принимали христианство. Вот об этом есть литература, очень много написано. И можно... Ну вот у меня, конечно, еще по поводу Кирилла Белозерского почему-то сразу вот Водолазкин «Лавры», если кто-то читал, это как раз про этот вот Вологодский север, да. Ну вот такая вот гипотеза. Согласны вы с этим или не согласны, это, ну просто примите к сведению. Я считаю, предполагаю, что это возможно, потому что образы трансформируются. И вот там на предыдущей странице была указана даже литература, значит, это академическая литература, то есть не просто так. Сейчас я еще верну. Вот, посмотрите, сейчас. Чудинов. Тайнопись на русских иконах. Это действительно академическое издание, и вот он расшифровывает разные надписи на иконах, образы расшифровывает. Очень интересно. Там столько много от язычества, и это все зашифровано на православных иконах. Очень интересно. Дальше продолжаем. Связь с Коми-Ош в удмуртской лингвокультуре сохранилась в одном из названий месяца Оштолеш. Март-апрель. Вот как раз месяц, в котором мы с вами встречаемся. И в коми-языке оно переводится «месяц пробуждения медведя». Обычно говорят, что на Благовещение просыпается медведь, да? А не месяц быка, как его объясняет народная этимология и некоторые исследователи. Ну вот у Кельмакова есть это, и у Ившина. Согласно охотничьему календарю, в этом месяце из спячки пробуждается медведь. И здесь мы встречаемся с понятием вот амонимия. Вот есть такое языковое явление, все мы его знаем, но почему-то мы стараемся его не замечать, вообще про него забываем. Ну вот слово пришло из другого языка, из коми-языка «ош», а в удмуртском языке уже было «ош», понимаете, и два слова, а оно слилось, вот. И такие сплошь и рядом. Даже на моем веку, сколько я уже помню, вот два словаря мы издали в 2008 году, такая фраза, значит, «суйпыдьюскишкины». Вот всех опросила в своем институте, и все мне сказали, что связана фраза с распряжением лошади. Ничего подобного. А знаете почему? Потому что 1937 год у Борисова, Юскишкины, там испортится о погоде. Вот когда суйпыд Юскишке, у нас, то есть, если перевести руки-ноги распрягаются, да, то есть у нас же настроение испортилось, у нас настроения нет, понимаете? Мылкыт куашка с шуком, ведь. И это тоже вот амонимы, просто в одной форме они совпали и попали уже в 2008 году в словаре в одну словарную статью, а должны были быть в двух словарных статьях минимум. Вот и таких вот этих явлений амонимии очень много, очень много. И вот тут тоже произошло то же самое. Но мы вот не замечаем этого, да, не задумываемся. Ну вот посмотрите, на польских. Что вот говорит? Самое интересное, сначала вот это я сама поняла, а потом нашла на польских.
Вот он что говорит. Значение медведь у удмуртов Гондор скорее возникло поздно, и это слово вытеснило древнее наименование медведя, которое сохранилось в коми языке Ош. На древность коми слова указывает параллель в мордовских языках, а также сохранившийся в удмуртском языке реликт этого слова. Оштолыш. Сегодня носители удмуртского языка слово оштолыш как месяц быка. Между тем, если предполагать было существование в удмуртском языке слова ош-медведь, то все становится на свои места. Вот. Дальше. Второй вариант. Это мог быть мамонт. Вот у селькупов есть образ Оша. Ош, тоже Ош. Вот понимаете, селькупы и коми, у них очень сильные контакты были. И он заменялся образом мамонта. Так назывался мамонт. Соответственно, и у коми образ Оша синкретичный. В удмуртском языке муош. Муош, подземный бык, да, земной подземный. Но мы даже вот не подозреваем, что это мог быть мамонт. И я случайно нашла, ну вот посмотрите, в алтайской мифологии, так как мы работаем вот еще и над мифологией, удмуртской мифологией, мне пришлось прочитать все возможные мифологии, которые есть, да, у нас в институте. И, конечно же, я была удивлена, насколько много общего у нас с алтайцами. Ну, понятно, да, вот где алтайцы и где мы. Да, но ведь переселения были постоянно, переселялись люди. И вот там есть Яан, буквально большой зверь-мамонт, вымерли во время Всемирного потопа, да. Его называли Кааном, но не захотел он остаться, не захотел там ковчег пойти, да, не сел в ковчег. И таким и Муош у удмуртов, Муош, музеем Ош, подземный бык. В удмуртском фольклоре существует несколько мифов о сотворении мира. Один из них гласит, что под землей обитает большой черный или красный бык, музеем Утищ Ош, землю охраняющий бык. Ну, красный. Сейчас посмотрим картинку. Почему красный? Он стоит на спине гигантской рыбы, плавающей в мировом океане. Вот, пожалуйста, картина, которая висит, да, Минсадыка Гарипова. Когда он двигает рогами, происходит землетрясение. Согласно удмуртской мифологии, Мош – это бык, держащий на рогах весь мир. Слово Мош также включает и корову. Ну, вот это вот Лебедев, который, значит, он переводит древнеиндийские тексты. И вот еще посмотрите, вот у Айнаткиновой, у них тоже есть несколько хтонических существ. Бык, бука, бык. Значит, есть кэк-бука, синий бык, красный бык, кызыл-бука и кара-бука. А они все за что-то отвечают. Вот. Дальше идем. Вот, по-моему, это у селькупов картина. Видите, вот Муош, который живет под землей. Да? А вот почему рыжий, почему он красный? Вот уже раскопанный мамонт. Известный этнограф Верещагин писал в свое время, что в земле ходит огромный бык. Так что иногда земля колеблется. И если этот бык увидит солнечный свет, непременно околеет, потому что один вид солнца убивает его, как убивает или уничтожает свет тьму. Находимые в земле кости допотопных животных выдаются за кости вышеозначенных животных. И вот летом 1887 года, вот он фиксирует Верещагин, да, один крестьянин Завялского района нашел, значит, в береге волости рог допотопного животного весом, как говорит, пудов 3. И рог это ватиками и русскими выдается за рог земного быка. Увидел, высунув голову из берега солнца и сдох. Вот понимаете, вот Муош, вот откуда это может быть, тоже одна из версий, да, откуда мог появиться этот Муош. И я всегда удивлялась, вот у детей есть такой возраст, где-то вот детсадовский возраст, когда они все интересуются палеонтологией. Вот по своим детям, вот вспомните, куда бы мы ни приезжали, она везде просила показать динозавров и все эти ископаемые. Вот какой-то вот возраст такой. И вот где мы не были, в Перми, в Казани, везде она смотрела на этих мамонтов, динозавров. Я все время думала, почему у нас в Удмуртии нет, неужели не находили никогда вот эти вот останки, да? Но потом вспомнила, что где-то в Сарапульском музее что-то я видела, бивни, по-моему, видела. И вот, пожалуйста, цитата из Верещагина, что вот нашли в Завялском районе. «Бык земли держит,
Ну вот в изобразительном искусстве как раз вот эта вот картина, да, Менсадыка Гарипова. И тут нужно нам обязательно вспомнить, что он вообще-то родился в Башкирии. И у башкир вот точно такой же образ о быке-земледержце. И стоит он на щуке. А телодвижение вызывает землетрясение. На рисунке бык держит на рогах диск луны, земли. Но это, оказывается, и у башкир есть точно такой же образ. Понимаете, вот насколько синкретично. И вообще вот дальше... Вот давайте еще посмотрим других быков-земледержцев. Еще других быков-земледержцев. Вот посмотрите, это ташкентский бык в Узбекистане, да? Вот это золотая шория называется, такой современный скульптор, сейчас бы, Дашин Намдаков, у него просто удивительное. Но здесь, вы видите, это не бык, но это бык, но это лось, изображение лося. Почему лось, я потом тоже объясню. Вот и наш пермский звериный стиль. Вот видите, вот непонятное существо, но очень похоже на медведя, да? А тут он явно вот тоже вот не то ящер, не то, но здесь, видите, рог. Очень странно вот такое существо, земледержец. И вот везде эти лосиные головы. Вообще говорят, что лось очень сакральное существо, поэтому о нем информация осталась минимально. Его постарались вот эту информацию от нас полностью скрыть. Хотя она вот в таких вот, ну, где-то сохранилась. Сейчас, подождите. Вот. И есть такой ученый Березкин, и он находит 90 версий сюжета «Рыба и бык. Зооморфные опоры Земли». И вот, кстати, 90 версий этого сюжета. Это по всему миру, не только у нас, не только у башкир, а вот даже я перечислю, вот здесь вот некоторые, да, ну вот, и у палестинцев, болгар, сербов, босняки-мусульмане, гагаузы, крымские татары, абхазы, осетины, все они имеют вот этого быка-земледержца, который стоит на рыбе, или какие-то вот вариации. Это очень интересно, правда? Теперь посмотрите, в удмуртском ткачестве есть еще один узор, который называется ош-кыжам, мокрый след быка. Специалисты по вышивке не указывают, где использовался данный элемент. И, возможно, на коврах, вот, ну, я попыталась вот тут графически изобразить вот это, да, ош-кыжам. И, по-моему, вот вспомните, и, по-моему, на поясах, вот для чего и как вот использовать, вот, не знаю, вот я не нашла, специально нашла статью, но там не было написано. Стилизация этого неэстетического факта вызвана, видимо, тем, какую роль играло это животное в материальной жизни и деятельности труженика удмурта, потому что бык считался лучшим жертвенным животным. Следующее, вот опять же связь вода, бык. О связи родника и быка очень много писала Татьяна Григорьевна Владыкина. Она называет эту связь явлением маркером, который обладает определенным семиотическим статусом и сложной полисемантической категорией, которая является средой обитания и составной частью культурного ландшафта. Зооморфный образ быка она связывает с предшествующим антропоморфным образом. Это могли быть духи воды в Умумы, в Умурт, в Укужо, в Упери и духами воды, да, жертвовали черного или рыжего быка. С водными культами ассоциируются конь, змея и так далее. Но этот образ тоже вот очень распространенный, особенно вот в южной традиции. В сознании удмуртов образ родника тесно связан с представлением о быке благодаря народной этимологии. Да? Слово «ашмес» состоит из двух компонентов: «ош», «бык», «мес», «корова», «телочка». Но лингвисты эту этимологию оспаривают. Здесь следует отметить, что «ош» и «мес» обозначают, на мой взгляд, самца и самочку. «Оша меса», да? А правильнее перевести самец или самка. Поэтому крупных рогатых животных называют «ош» или «бык» или «корова». Вот. Лосиха – это корова, например, да? И так далее. Вот крупных рогатых животных называют так.
Сравните, опять же, Ошбурсе, Гондырбурсе, вот если к медведю еще возвращаться, Ушпи, вот, посмотрите, он очень фонетически, вот это слово очень похоже на Ошпи, да, Ушпи, Ошпи, но Ушпи это у нас жеребец, а Ошпи это бык. По законам мифологического мышления данная трактовка нашла свое образное воплощение в водном источнике по Владыкиной. Дальше. Практически все родники у нас были святыми, да, почитаемыми объектами и находились в местах родовых молений. И, как правило, находили этот родник, как правило, указывал бык белой или черной масти. Ну вот следующий образ, который также связан вода-бык, это образ кочующего озера. Кстати, во всех тоже у кавказцев, у народов Средней Азии вот этот миф, он полностью повторяется. Полностью. Дальше, вот посмотрите, есть еще такой текст «Черное озеро», в книге, которую редактировала Кралина. Вот этот текст, тоже просто вспомните, перечитать можете потом. Ну и вот посмотрите, художник Мустаев тоже так вот изобразил образ быка, рождение воды. Он совместил несколько пластов народных зданий. Миф и о кочующем озере, и о быке-земледержце, и о небесном быке тучи, да? Одна из ипостасей Мукалдыщина, о котором можно узнать из детских закличек и загадок. Ну вот еще посмотрите, вот Гарипов. Тоже понятно, что изображает гром, да, молнию, тучи. И вот, пожалуйста, сами тексты. Вот еще тексты такие. Образ быка воды, дождевой тучи обозначен в детских байках. Ну вот я только отрывочки привела. Тиркытын, люкмес кытын, ошюем, ошкытын, ин, елын, макары, шубавре. Или вукытын, ошюем, ошкытын, дериенедем. Зор, зорем, зорескытын, ошюем, ошескытын, дериенедем. Еще в удмуртском фольклоре образ бык-вода находит переосмысление в сказках. Именно бык спасает детей от вумурта. Так, просто вспомните, да, что и можно вот текст потом прочитать дальше. Вот Телпери, тоже текст, где бык спасает, да. Ну и переходя к художественной литературе, вот посмотрите. В эпосе Атаманова Тангара предводителем народа был герой по имени Горд Ошпи, буквально красный рыжий бычок. И на протяжении 12 глав их путеводителями были красные рыжие быки. Но я хотела остановиться на другом произведении, менее известном. Это произведение «Земледержец». Вот в этом Лев Прозоров, знаете такого писателя? Текст можно прочитать только в интернете. Это наш писатель, и ну вот он говорит, что у него бабушка была удмуртка, то есть он имеет удмуртские корни, но вот эта вот новелла, она самая такая, наверное, пронзительная, и с таким трепетом она написана, и с такой любовью к удмуртской мифологии, к удмуртской культуре, что там каждое слово практически можно комментировать, вот дать какой-то культурологический комментарий, потому что вот сначала его можно прочитать просто как сюжет, да, и принять его так, но когда ты его вы читаете его и смакуете каждое слово, вот в данном произведении бык-земледержец становится сюжетообразующим образом, для них он является владыкой и хранителем этих мест. Народ почитает его и приносит ему жертвы. Этот образ включает в себя быка-земледержца и образ быка-родника. Образ быка, описание и функции текста соответствуют мифологическим представлениям удмуртов. В этом тексте актуализируется более архаичный пласт. Автор воссоздает удмуртский космогонический миф о быке, на спине которого, по представлению древних удмуртов, держится мир Вселенная. И кроме того, разворачивается топонимический миф о реке Иш,
по одной из версий названия реки Ош-Шур, река быка, Иш от древнеудмуртского Эч, родник, река в Удмуртской республике и так далее. И самое интересное, перед тем, как прийти к вам, я прочитала Ариэля Горана про образ бык-луна. И вы знаете, что я для себя там открыла? Вот Ош, вот если у нас же нет этимологического словаря, мы, как правило, обращаемся к словарю Коми. А Ош там – это медведь, понимаете? И этимология, получается, она неясная. И я там нашла у балкарцев, у кабардино-балкарцев, бык называется Ош. Вот представляете, у кавказских народов вот этот образ, вот это животное называется Ош. И там еще несколько народов представлено, где вот этот вот один корень. И даже Азия, Аш, вот это тоже бык. Представляете? Вот настолько вот эта вот южная традиция проникла в удмуртскую мифологию, да, в удмуртскую культуру, что просто даже вот удивительно. Дальше следующий слайд. Теперь посмотрите, вот художник Шипулин специально для этого произведения Льва Прозорова «Земледержец» нарисовал такую картину. Вот для нас она очень-очень важная. Вот посмотрите, это рисунок выполнен так, что вот вы видите, что в нем совмещены несколько животных. Видите? Медведь, уши маленькие, да? Рог, единорог. И в то же время ноздри, чьи? Быка, да? То есть 3 животных сразу в одном животном. Посмотрите. Медведь, бык, единорог. Зверь, такое описание дается. Зверь выплыл на опушку с какой-то тяжеловесной грацией. Сперва волосатая огромная голова с торчащим вперед тяжелым рогом. Почему-то не на лбу, а на носу. Опять носорог, да? Чудовище. Короткая шея под плотной черной свалявшейся гривой. Маленькие бусинки глазки. Ушки с младенческую ладошку величиной. А за короткой шеей грузное длинное тело вроде бычьего, но на коротких ногах, из-за которых зверь казался немного выше быка, хотя был куда как крупнее и тяжелее. Толстенные ноги под тушей, казавшиеся короткими, на деле же не меньше бычьих, и совсем бычий хвост. Огромные ноздри перед рогом копьем. Вот, пожалуйста, художественная литература объединила все эти образы, да, и дала вот такое представление. Теперь вот посмотрите, если разобрать тоже образ и эволюцию образа единорога, он был совершенно чудовищем. Не то, что мы сейчас знаем, да, красивый белый конь с рогом на носу. Совсем был не такой образ. Там даже хвост был какой-то рыбий, понимаете? Этот образ очень сильно эволюционировал. Он встречается и в греческой, и китайской, и индийской мифологии. И греческие писатели упоминали его в своих сочинениях. По меньшей мере 8 раз упоминается это животное в Ветхом Завете. Вот не поверите, да? Ветхий Завет вообще это такой кладезь интересных знаний, который совершенно... Это другой текст, не то, что вот Евангелие, да, Нового Завета. Существует множество разновидностей единорогов. Посмотрите, оказывается, есть европейские серые, британские серебристые, индийские золотистые, радужные, черные, зеркальные. Но классическим образом, конечно, считается лошадь белого цвета со спиралеобразным рогом и густой гривой. Некоторые приписывают единорогам крылья, но гораздо более крупных размерах. Эволюция единорога была длительной. Это тело быка, козла, лошади. Таким представляли себе волшебное существо в древние времена. А кто-то говорит даже про слоновьи ноги и кабаний хвост. Предполагалось, что носорог стал прообразом единорогов. Ну, а еще это может быть... Рог единорога был невероятно популярен и покупался только очень состоятельными людьми. Но зачастую вместо желаемого рога могли приобретать подделки. Это мог быть клык нарвала из Норвегии или Дании, или рог носорога, или бивень мамонта. Опять же, мы к ним же и пришли, да, к этим же образом.
И самое интересное, что до сих пор вот этот образ единорога, он помещается на геральдических символах. Вот посмотрите, даже Лысьва, Пермской области город, и даже на его гербе есть единорог. Удивительно, да? Дальше. Посмотрите, просто удивительные эпиграфы, с которых начинается произведение. В стране Сибур из зверей водятся огромные кабаны, северные слоны в щетине, северных носорогов род Сыматянь. Неподалеку от Кама находится обширная дикая местность. И в ней водится, значит, животное, да? Больше верблюда, но меньше быка. Голова у него похожа на верблюжий, хвост же бычий. Телом оно напоминает мула. Имеет рог, питается листьями берез. Ибн Фадлан. Но это вот исторические источники, понимаете, действительно. А еще говорят, что под землей живет большой черный бык. Сказы древних матери земле. Так, как видим, вот этот образ быка, земледержца удмуртского, да, он очень синкретичный. В нем, пока единорога, образ единорога претерпел очень большие изменения. Но в славянской мифологии Индрик называется, да, в одном ряду с ним стоит литературный образ конька-горбунка, о нем тоже не надо забывать. А в V веке вот, Ктейси, служивший лекарем 17 лет при персидском дворе, описывал животное, отдаленно напоминающее современный образ единорогов. Он говорит, что это были ослы. И на картине тоже там не совсем, да, но больше похож на осла. Считалось, что выпивший воды из рога этого необычного создания никогда не будет болеть. И вот благодаря Аристотелю эта история Ктесия приобрела популярность, поскольку была упомянута в его книге. И переходя снова к тексту, вот посмотрите, там такой текст, что вот над каждым предложением задумываешься. Вот посмотри, когда у пастушка Пислега пытаются узнать, какое животное убило собаку Кучо, то он осторожно спрашивает. Люди, Пислег замотал головой, звери, Пислег кивнул, шмыгнул носом. Зверь Салятеро, тезка мой, по охотничьей привычке, Кион Салятеро норовил 10-й тропой обойти имя зверя, да, табуация идет. Старик, так охотники величали медведя. Пислег все мотал головой, трясся и схлипывал. Вождь недоуменно нахмурился. Кто еще мог лишить жизни пса? И если бы мальчишка сказал змея, другое дело. Долгоногий, что ли? Так охотники звали лося. Везде идет табуация, да? Пислег последний раз помотал головой. Так, что это еще за дела? Новый зверь Салятеро? Не знаю, не слышал о таком даже. Там разворачивается, значит, два сюжета. Первый сюжет, вот этот мальчик, пастух, во время вот как раз вот, когда он смотрел за стадом, пришел вот этот зверь и убил его собаку. И вот он приходит в свою деревню и рассказывает, кого же он видел. И они никак не могут установить, а кто же это был, да? То есть любое животное. И тогда приходится идти в священную куалу. И жрец проводит там обряд. И в этой большой куале он увидит этого зверя. «Гляди», — говорит вождь, протянул руку во счастье, «и ты, малый, гляди». Смотрел на них с полки бронзовый образок великой черной матери Мукалчин. По обе руки матери стояли ее сыновья, по праву добрый Инмар, по левую грозный Луд. Над их головами колпаками поднимались лосиные морды, сводом сходясь над тремя трехглазыми ликами матери. Такие образки лили далеко на севере, в земле великанов-зерпалов. Под ноги гляди ей, малый, под ноги, под ногами матери стоял зверь, длинное туловище, куцый хвост, короткие крижистые лапы и огромная голова с торчащим рогом. Вот, посмотрите, что он увидел, да? Вот это изображение. Второй раз образ быка, земледержца, появляется именно вот в этом бронзовом образке, который хранится в куале, да?
И именно по нему идентифицировали увиденного животного, покровителя этих мест. Вот считается, что вот прикамское население привлекали вот эти западносибирские пряжки в связи с тем, что на них медведь имеет бычьи ноздри. Обратите внимание, да? И в их иконографии проявляется своеобразный синтез и быка, и медведя. И ранний образ медведя с бычьими ноздрями выявлен на Гледеновском костищеве в нижнем позднеананинском слое. А пермский звериный стиль, вот это вот пряжка пермского звериного стиля, название стиля, которое объединяет бронзовую художественную пластику VI-XII веков. В центре Евразии пересекались три дороги – Сибирь, Европу и средневизантийский, иранский, скандинавский пути. И у ворот Сибири, вместе пересечения дорог в Верхнем Прикамье, возникла вот эта вот цивилизация с особой культурой, которая оставила нам свой пантеон богов и духов, воплощенный вот в таком вот металле. Да? Ученые называют эту цивилизацию ломоватовской и неволинской культурой. И считается, что это была дописьменная культура охотников, сочеталась с приками с развитой религиозно-магической системой, рожденной уральской цивилизацией и в диалоге с великими культурами. Но вот здесь я отметила для себя дописьменная культура, да, но понимаем, что это предки коми. Вот есть такой интересный автор, 16 век, да, Николас Вицин. У него есть огромное исследование, в 3 томах она сейчас издана, Северная и Восточная Тартария. И вот здесь даны и карты, и описание тех народов, которые жили тогда. Понимаете, это 15-16 век. И где вот на этих картах аж 3 Перми. И они друг от друга недалеко расположены, но практически на том же месте. Понимаете, вот эти места были настолько заселены, но, видимо, что-то было, какой-то потоп, ну вот какой-то катаклизм, что вот эти города потом исчезли. Но Перми, вот я просто не стала уже приводить, но Перми даже там было 3 Перми. И поэтому, наверное, не просто так осталось в памяти, Калистрат Жаков написал «Биармия», да? Вот что это действительно была какая-то очень мощная культура, какая-то цивилизация. И поэтому я вот, не совсем вот спорно отношусь к тому, что это была дописьменная культура, если у них было такое, вот посмотрите, какая вот отливать вот это вот тоже нужно уметь и знать. Но я боюсь, что там, ну, мне кажется, что таки была письменная культура, просто ее потом заменили другой. Ну вот еще вот в жертвенной позе тоже из этого, да, некоторые ученые высказывают гипотезу о том, что с развитием животноводства в Среднем Прикамье, начиная с позднеананинского времени, архаичные охотничьи обряды, которые были связаны с медведем, да, были постепенно заменены на культ быка. Ну, то есть даже не культ быка, а просто его заменили быком. Вот. Жертвоприношения стали приносить быком. Так, подождите сейчас, чтобы тут не проскочить. Так. Да, ну вот это вот возвращаясь. Итак, когда мальчик сказал, что вот смотри под ноги ей, Муколчин, да, смотри под ноги, бык-земледержец, да, прошептал, это он. И вот так они идентифицировали это животное, которое убило собаку, да. И значит, Ващащ говорит, бык-земледержец пришел в наши края, один из потомства великого быка, что носит на себе нашу землю. Копья от него не защита, только мать зря прогневите. Я пойду к другим Ващащам, надо наложить запрет на лес. И с тех пор лес, где поселился зверь, и луга между лесом и речкой стали запретны для людей 3 варшудов. Вот, это сам текст, да. А другая сюжетная линия построена на дружбе девушки-сироты Дыдык и быка. Вот когда она с подружками, значит, очень такой сходный момент такой, встречающийся в разных художественных текстах, да, в Малинике повстречала лесного старика, медведя, а остальные, хотя и перепугались до белых глаз, но разума не потеряли. И вот они вместе убегают, а она идет в другую сторону, да, и прибегает вот к этому Ошу.
земледержцу. И оказывается, она понимает, что попала в запретный лес, который стали называть Бычьим, а текущую под ним речку Бычьей рекой Ошу, река Иш. Где-то рядом бродил страшный зверь, но не то брат, не то сын тому, что держит на широкой спине саму землю. На поляне лежал бык. И вот он был ранен, и Дыдык помогает земледержцу, вытаскивая древко стрелы, из раны обрабатывает, значит, промывает рану, дает напиться, кормит ее березовыми ветками. И 1,5 месяца она к нему бегает, приносит какие-то гостинцы. Вот эта вот дружба тоже вот описана в этом тексте. Но в это время приезжают к заданию гасары. Гасары, ну, хазары, да, очень похоже. В ту пору Дыдык стукнулось 16 лет. И получается так, что ей выпал жребий, и ее уводят как дань, да. И вот несколько девушек, там и Бельгер, и Марики, и там девушки-удмуртки из других варшудов. И как проходя мимо быка, она зовет его на помощь, и он освобождает их. И снова он ранен при смерти. И вот эта вот линия вот тоже очень интересно прорисована. И вот так вот заканчивается текст. Да? Много лет с тех пор прошло, потомки 3 варшудов давно позабыли родовые имена. И, значит, вот люди, рыбы и люди выдры уже объединились, и только река все несет на юг древний камень свои воды. И кое-кто еще помнит его подлинное имя, не Ош, не Иш, как ломают язык несведущие, а Ошу, Бычья река, река земледержца. Вот посмотрите, сколько в этой сюжетной конве прозы соединяет мифологических текстов, да, и исторические события здесь все вот соединено. Анализ текста производит очень сильный эффект на читателя и осмысляется сразу несколько архетипических образов и сюжетов из удмуртской истории и мифологии. И знакомясь с космогоническими представлениями мифологии, историческими преданиями, легендами и другими произведениями, мы приобщаемся к народной мудрости, пытаемся дать естественно-научное объяснение явления природы окружающей действительности. Вот я просто советую вам вот посмотреть, просто ради любопытства. Но действительно очень интересный текст. Его нужно, вот, когда мы разбирались со студентами, ну вот, это было очень интересно. Ну и теперь, что мы можем сказать? Вот, разбирая этот образ, я поняла, что очень сильное влияние оказала на образ быка, конечно же, южная традиция. Да? То, что идет с Кавказа и Средней Азии, это очень сильно проявляется. Вот все эти образы о кочующих озерах, образ воды быка, это все вот идет вот из южной традиции. Но то, что вот связано в каких-то моментах вот где-то медведь и мамонт, мы там тоже очень подробно постарались с вами рассмотреть, вот это идет как бы в северной традиции. Но посмотрите, даже вот в этом образе быка-земледержца, сколько образов соединилось, насколько это вот сложный и синкретичный образ получился. Образ быка встречается у нас в пословицах, поговорках, сравнениях, загадках. Если пословица в поговорках, там в сравнениях, это обычный зоологический представитель животного мира, да, то в загадках тут уже мифология уже подключается. В народной этимологии он связан с родником. В удмуртском фольклоре имеется несколько трансформаций данного мифа, мы уже говорили об этом. Он связан с водной стихией, как Ошмес, да. Это Ош не только обозначение быка и медведя. В удмуртском языке остаются рудименты данной лексемы. И ну да вот тоже как отступление, ведь медведь до сих пор остается символом России, да, единой России, пожалуйста. Вот почему-то в современной удмуртской литературе и искусстве образ быка также нашел свое воплощение. Вот я говорила об Атаманове и о Льве Прозорове. И сюжет о быке земледержца является очень распространенным среди многих народов. Славянские и тюркские представления повлияли на мифологическую картину мира удмуртов, ну и финно-угорские, естественно. Вот, спасибо большое за внимание. Мне кажется, я уложилась в свой час. И вот каждый раз, разбирая какой-то вот образ, просто удивляешься, насколько
насколько мы интересны, насколько интересна наша культура, и сколько она всего себя вобрала. Вот. Спасибо.